И все, бизнес закончился на этом. На 30 тысяч решили заказать фурнитуру. Но тогда была вера, а когда-нибудь вот это все вырастет в крупный бренд. Все берем и делим бизнес. Конфликт был. Точка есть в Якутске, да, и были еще в Wildberries тоже, да, онлайн-продажи. И все это вы делали вчетвером. Поедете, и сейчас все раскупят. В Якутске очень легко продвигаться. Мы сами вообще интроверты. Русский не мой родной язык. Когда открываешь новую точку, физически надо присутствовать. На что вы смотрите, на что вы опираетесь, отслеживаете ли конкурента? Через полгода мы крузак купим. Вот она, плохой человек, из-за этого я прогорела. Девочки, добрый день! Очень рада видеть вас в моей студии. Дорогие зрители, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, потому что очень важно, нам нужна ваша поддержка. И сегодня мы будем говорить о масштабировании, потому как у меня сегодня в гостях девочки, которые открыли, запустили тогда еще не бренд, да, это маленький магазинчик, корнер в Якутске, и сейчас масштабировались до невероятных высот, открываются в разных городах России. Хорошо, Антонина, Александра, я историю знаю вашего начала, и давайте расскажем нашим зрителям, с чего все начиналось, да, это такая интересная история была. Добрый день. Анна, очень приятно, что позвали нас сегодня, да, рассказать про нашу историю, про масштабирование. Ну, мы начинали с Антониной. Ну, я вообще увлекаюсь украшениями уже давно, с 2011 года я начала заниматься бисероплетением, создавала брошки и научила Антонину. Она ко мне пришла на мастер-класс, научилась, тоже начала делать. Мы вместе работали тогда в 2018 году, да, начали думать, Да, что нужно что-то свое, короче. И решили поехать в Китай, привезти оттуда одежду. Открыть магазин одежды. Да, и поехали мы в Суйфенхэ. Но там было ожидание, реальность. Мы купили себе шубки, сапоги и немножко там прикупили для продажи. И решили, что откроем магазин. Сделали фотосессию. Открыли, сделали, да, в соцсети фотосессию и запустили. Но это нас вообще не вдохновляло. Продали там одежду родственникам, подружкам, родственникам. И все. И все, бизнес закончился на этом. Потом только вот в январе, получается, у нас денежки были, остались оттуда 30 тысяч. Да, ну обороты сделали, то, что продали, сохранили. И на 30 тысяч решили заказать фурнитуру. Да. Сначала я себе сделала сережки с прочным жемчугом. Да. Я сегодня как раз своих любимых сережек. Они очень привлекли, да, коллег, подругам они понравились. И почему бы и да. Тогда, получается, вы нащупали ту целевую аудиторию, поняли, что есть спрос, да, когда вы сами вышли в этих сережках и начали делать. Да. Мы сначала, у нас даже не корнер был, мы продавали полочки. В одной полочке у нас полочка одна была. Там сколько, 30 позиций, да? 50 позиций было. Как раз в экспоцентре была полочка. И начали покупать, это как раз... Но очень многие бизнесы, да, предприниматели как раз-таки стали развиваться благодаря этим полочкам. Да? И косметика какая-то из Новосибирска, да, какие-то там спортивные формы, одежда для йоги, все же от полочек очень многие выросли. Но тогда была вера, да, что когда-нибудь вот это все вырастет в крупный бренд? В крупный бренд нет. Но в отдельный там островочек, да, корнер. А вот в крупный бренд про это вообще не было мысли даже. Если посмотреть вот так издалека, да, ощущение, как будто все классно развивалось, да, что очень такие, тем более на жемчуге, да, основывается бренд, очень много украшений, ярких, интересных, таких прям
глянцевых, да, которые можно использовать для фотосессий. Но за этим же стоит очень такая прям кропотливая работа, да, и до сих пор вы работаете ночами и делаете вот это производство. Мало кто об этом знает. До сих пор мы делаем сами. Ну, на летние каникулы приехали, и сейчас просто наше производство не успевает отправлять по городам, и поэтому мы с Сашей каждый день практически делаем сами. А дизайн кто разрабатывает? Кто говорит, что будет такая коллекция? Сейчас уже, да, в начале года мы планируем, какие коллекции у нас выйдут, ну, смотря от сезонности. А вообще вот точные украшения у нас у каждой свой дизайн. Я сама создаю, Тоня сама создает. Получается, в бренде у нас 2 дизайнера. Да. Чей дизайн лучше покупает? Есть такое соперничество внутри? Да нет, нет, просто у каждой все равно есть своя целевая аудитория. Кто-то более минимализм, кто-то более крупные, кто-то более яркие, кто-то более естественные цвета, поэтому такой конкуренции нету. Все равно все актуально. И все равно все идет в одну копилку. Да. Я, прежде чем позвать вас, очень многих спрашивала, и поклонниц бренда, партнеров, и предпринимателей, в чем заключается успех. Очень многие говорят, что успех – это то, что, наверное, знают наши механизмы, да, то, что они не вытаскивают средства из бизнеса. Очень четко распределены роли. Мы все знаем, да, что вот именно партнерское ведение бизнеса очень часто рушится. А вы не просто партнеры, вы еще и родственницы, сестры. Двоюродные сестры, да. Двоюродные сестры. Как идет работа, как идет взаимодействие, и были ли все-таки конфликтные ситуации, когда все берем и делим бизнес? Ну, прямо таких, что все берем и делим бизнес, такого не было, но конфликт был. Он был вчера. Да? Нормальные отношения. Нормальные, здоровые все равно отношения. конфликты бывают, но мы как-то решаем. А так деньги тоже мы не вытаскиваем полностью. И изначально мы работали в наемной работе, и поэтому мы вообще даже зарплату себе не вытаскивали. 2,5 года точно, да. Все шло в оборот. Ну, Это получается, вы найме работали, и из бренда, да, ничего не зарабатывали. Да. Просто стабильная зарплата была, поэтому весь оборот бренда шел внутри бренда. Мы ничего не имели от этого 2,5 года. Как работается, сестры? Вообще мы, вот как сказали ранее, в найме работали более 13 лет вместе, и я думаю, лично это мое мнение, думаю, что мы уже знаем себя не как сестры, а как профессионалы в своей сфере, и уже знаем, как именно контактировать друг с другом в сфере, именно в работе, а не вот не семейные отношения, а чисто рабочие отношения. Поэтому думаю, что есть у нас уже личные границы какие-то, семейные, рабочие, поэтому это очень сильно помогло нам. На каком этапе развития вашего бизнеса вы определили, что я буду заниматься этим, ты будешь заниматься этим, и кто как распределял? Либо вы обратились к экспертам, я не знаю, возможно, другому предпринимателю, который был у нас ментором. изначально как-то так сложилось, что я занимаюсь маркетингом, стратегией, а Антонина в бухгалтерии с командой работает, это все на нее. И наверное, через полгода где-то, да, уже когда начали нанимать людей, уже тогда сели и расписали, у кого какие обязанности. И никто не заходит на ее территорию? Заходит. Заходит. Прямо такого конфликта нету, просто бывает такое, что мы согласовываем друг с другом долго. Какой-то макет, какую-то рекламу, кого позвать на рекламу. Да, нет, ждешь, тратишь энергию. Просто почему я спрашиваю, да, потому что маркетинговая стратегия, да, это на Александре, но Антонина же продолжает делать контент. Ты же увлекаешься фотографией, и ты делаешь весь контент. Я фотографируюсь сама, получается, и вообще изначально предметную съемку полностью я сама делаю. И потом, как начали расти, начала делегировать. Это бывает, все равно выгораешь от этого. И
делегируешь уже к другим фотографам. Но этим я сейчас очень сильно зажигаюсь, поэтому этого дела тоже не бросаю. Тем самым я в маркетинге тоже очень сильно помогаю. Рилсы тоже делаю, фотографии делаю, поэтому это одно с другим очень классно работает. Ну, я финансист, поэтому я денежки свои бросать не хочу, да, цифры свои. Поэтому, ну, бюджетирование я делаю, ну, например, чисто бухгалтерские то не делает, а бюджетирование, там, планирование это тоже не. Одно другому не мешает. А как подбираете команду? Потому как вы есть семья уже, сейчас очень модно стало, да? Даже по астрологии подбирают людей, по энергии набирают людей. Вы как подбираете? У нас большинство родственников. Семейный бизнес Семейный получается. подряд, да, получился. Это намеренный шаг был, все-таки доверять своим? Да. Были какие-то провалы или не очень хорошие ситуации с работниками, что вы пришли к этому моменту? Нет, такого не было. Хотя, ну, вначале у нас, да, Вначале очень много девочек приходило, уходило, все равно же. мы мало зарабатывали. Да. Зарплата, соответственно, маленькая была. Поэтому, да, текучки очень много было. Вы начинали с 30 тысяч, да, и выросли во сколько раз? Намного больше. Прям, Сейчас сколько позиций? ну, 1003, наверное, уже по всем филиалам. 3000 позиций, которые создаются вашими руками. Да. Да. И 2 мастеров. В бренде всего 4 человека, которые создают украшения. Мгм. Это очень мало. Это очень, ну, вас так мало. Это сколько часов вы работаете тогда? Сколько часов отдаете управлению и сколько часов вы отдаете производству? Ну, сейчас, именно вот летом, мы практически работаем с утра до вечера, делаем украшения. А зимой в основном на управлении мы сидели. И именно летом вот именно зашли чисто на производство поработать. Потому что, да. Просто тут в голове не вяжется. Вы открылись в Калининграде, вы открылись сейчас, вот рассказывали, с полным чемоданом, ехали в Казань, открылись там. Точка есть в Якутске, да, и были еще в Вайлдберрисе тоже, да, онлайн-продажи. И все это вы делали вчетвером. Тогда нас было... Сперва вообще 2 было. Да. Калин- Ну, вообще мы открыли Казань в этом году, поэтому вот мы понимаем, что у нас производство вообще Не успеваем. справляется. Мгм. Поэтому сейчас мы делаем ремонт, чтобы набрать команду, чтобы больше людей было. И вот в мае, в июне мы это очень почувствовали, что мы вообще не готовы к такому росту. Когда заходишь в ту сторону, в другие города, это совершенно другие ценности, другой чек, другая рекламная стратегия. Да? Как бы это на себя ощутили, когда начнем с Калининграда? Да? Давайте предысторию расскажем. Мы поехали в Калининград посмотреть. Вообще мы хотели в топовый торговый центр зайти, но нам очень долго отказывали, по-моему, полгода, да? Каждый месяц по 2 раза писала им письма. И новый торговый центр открывался в центре города, очень красивый. И вообще мы смотрели, а он физически не открылся, но стоял уже и планировался открываться. И мы зашли туда, сделали ремонт, очень классный, полноценный магазин был. Открылись вместе с торговым центром, но по факту там проходимости вообще не было. Вообще пустой торговый центр, хотя стоит в центре. И это был для нас немножко шоком. Мы ожидали совсем другое, а тут... Что вы поедете и сейчас все раскупят. Да. В Якутске очень легко продвигаться. Мы это сейчас уже знаем, да? Как легко было продвигаться. А как в Калининград поехали, мы думали, сейчас вот будем Так же звать будем, блогеров, новый магазин, и все к нам придут. Нет, к сожалению. Блогеров звали, приходили, но все равно такой рост
очень медленный. Значит, получается, там лидеры мнений не блогеры. Да. Нет. Мгм. Получается, да. А какие инструменты тогда? К чему вы прибегли, чтобы... Мы начали сразу, вступили в сообщество предпринимателей, начали ходить, и начали рассказывать. интегрироваться? Да. Да, Мгм. интегрироваться, знакомиться. Потом Тоня весь прошлый год тоже вступила в женское сообщество, и весь прошлый год ходила, Рассказывала про бренд. Мы сами вообще интроверты. Я 1 год жила просто с детьми, получается, в Калининграде и узнавала город. Никуда не ходила, потому что я думала, ну, этого мне не надо, я не могу общаться. Но обычный какой-то бренд Soul Lab стоит и стоит. Никто об этом не знает, просто очередной магазин, ну, думают, да, люди. Поэтому я для общего дела надо выйти, пообщаться, знакомиться, и просто влилась через людей в город Калининград и начала рассказывать. После этого уже очень многие начали узнавать, мы начали со стилистами работать, коллаборации делать, и прямо на глазах уже рост пошел, да? Мгм. Уже Вот этот момент, точка перемены, да, изменения, когда ты делаешь шаг в сторону вот коммуникации, Мгм. тебе было вот здесь уютно, комфортно с Мгм. детьми, да, Мгм. вроде открыли бизнес в другом городе, да, хочется, чтобы он развивался, и есть какой-то наверняка страх был внутри. очень, очень сильный страх, потому что я об этом всем говорю. Таня Всем говорит про языковой барьер. Я говорю, ты сразу скажи, русский не мой родной язык. Я все... И тем самым я, видимо, ответственность снимала, и уже как-то легко и непринужденно шло. Я всем говорю, все, у меня очень большой языковой барьер, я очень волнуюсь, я вообще интроверт, и каждый раз прихожу на какие-то мероприятия и об этом сначала говорю, потом, а если бы ты об этом не говорила бы, мы об этом бы и не узнали. Вообще, даже незаметно. Видимо, ну, у меня же в голове все это сидит, и сама я это знаю, замечаю внутри себя, а остальные-то не замечают даже. Мгм. Это свой мой страх. А был ли синдром самозванца? Вот, мы маленькие, мы из Якутска. Ну, до сих пор у меня есть ситуация. Постоянно Да. присутствует. И дальше как пошло? Цифры насколько увеличились? Цифры насколько там? Ну, раза 10. Да, 10 раз В Калининграде. точно увеличились. Продолжали еще ночами работать и днем коммуницировать. Да. Продавать. Мгм. Мгм. Ну, отсюда с производства отправляли, но я там тоже сама делала. Когда ты открываешься в разных городах, да, это же нужно держать руку на пульсе и здесь, и там, и Мгм. еще в другом городе. И еще планируются еще другие города. Как вы планируете дальше развиваться? Ну, ближайший план у нас Москва-Питер. Мы осенью поедем в Москву, уже там обосновываться будем, поэтому я думаю, мы на месте. Все равно, когда открываешь новую точку, физически надо присутствовать, чтобы это контролировать и уже поставить как систему, и уже потом можно спокойно оставить и удаленно контролировать. С Калининградом у нас так получилось. Мы набрали хорошую команду, управляющую, поэтому она сейчас полностью сама функционирует. И когда мы улетаем, здесь тоже девочки абсолютно сами, тоже самостоятельно все решают. Москва, Питер мы сейчас будем открываться в концепт-сторах, то есть мультибрендовых. Ну, не открываться, а будет появляться наш бренд. Полочки хорошо упакованные. Да, Да, хорошо да, упакованные да. полочки будут. Ну, мы так планируем. Ну, Питер, Москва точно. Продвижение бренда нужно же верить в свой продукт, любить свой продукт, да? Как вы характеризуете вообще идентичность, да? Вот, есть же, говорят, вот, код, да, стиля, да? А в ваших украшениях какой? Жемчуг. Жемчуг в разных вариациях. И просто базовые, интересные, супер трендовые, и в основном жемчуг. На что вы смотрите, на что вы опираетесь, в чью сторону подглядываете, отслеживаете ли конкурента? Да, конечно, как же без этого, да. Но Poison Drop, Viva La Vica, это, ну, мы хотим туда и следим за ними, и они, мне кажется, на рынке бижутерии в России они топ-1. Вот эти ходы не делали, отправляли крупным блогерам, артистам, да, ваши украшения? Нет, мы думаем, что мы пока к этому не готовы. Все равно к этому нужно быть готовым.
отправить одну штуку и иметь там у себя 50, и это может быть... Да. Не У очень нас, хорошая да, история. Да, у нас производство не готово сейчас. На чем строится тогда рекламная стратегия Soul Lab? Мы сейчас больше коллаборируемся в Якутске, в Калининграде и в Казани мы тоже начинаем со стилистами. Коллекции Да. выпускать совместные. Даже с другими бизнесами. Вот у нас недавно с баром у нас коктейль совместный вышел. И совместные коллекции, да. У нас уже в Калининграде успешно запустили первый. И сейчас в Якутске еще 2 будем запускать. 3. Были ли факапы в бизнесе? Кроме конфликтов, провальные какие-то моменты, когда не получалось. Да, вот в Калининграде то, что вы зашли с верой, да, что вот сейчас заработаем как в Якутске. И закрыли магазин. Закрыли магазин, который мы открыли. Очень красивый, полноценный наш первый магазин. С душой, с любовью. Такой красивый ремонт сделали, и через год мы ее закрыли. Просто это нерентабельно все уже было. И средства были? Кредит брали. Средства были кредитные. Да. И получается, смежно тогда в Калининграде вы еще выплачивали кредит за этот ремонт? Да. Мгм. Александра, вы в предварительной беседе рассказывали, что в предпринимательстве вы делали еще шаги, да? И когда вот я спросила про то, как удивительно вы уживаетесь, да, вы сказали, что у вас уже был опыт такого партнерского ведения собственного дела, да? Я открывала с подругой бар. Ага, у нас он вообще супер неудачный был. Не изучили рынок, не изучили вообще, что такое бизнес, как вести. Взяли большой кредит и прогорели. А И сколько лет выплачивали этот кредит? Как вы поделили вот эти обязательства? На чье имя был этот кредит? Ну, кредит был на мое имя, да. Я 2 года назад закрыла. Открывали мы в 15-14 году. Да. А подруга платила исправно тоже? Нет. Ну, мы как-то разошлись так, что все осталось у меня. Она просто ушла из бизнеса. И я дальше сама продолжала, она уже нет. Сейчас она смотрит на ваш рост? Ну да. Вы продолжаете общаться? Продолжаем. Ну, не так тесно, как раньше. А вы не говорили, то, что мы вместе начинали, и надо поделить? Нет, такого не было. Вообще изначально у нас, такого не было. В этом была ошибка тогда? Что правильно не были озвучены роли? Нет, ошибка даже не в этом. Ошибка вообще во всем. Как мы начинали все это. На эмоции? Да. Мы прямо с мужем сидели, считали. Так, через полгода мы крузак купим. В итоге прогорели. Второй шаг, тоже с подругой мы открывали квест. Ну, он хорошо начался. Мы немножко только скинулись. Там небольшие деньги были, которые мы сразу уже так осторожно, да? Да, уже осторожно, да. И уже как-то понимаешь, что это же твоя ответственность. То есть ты когда с партнером открываешь, все равно это твоя ответственность. Я не могу сказать, что вот она плохой человек, из-за этого я прогорела. Нет, я сама в этом тоже виновата. Не тоже, а я сама в этом виновата. Это моя полностью ответственность. И мы с Тоней сейчас, у нас у каждой своя ответственность. Нету такого, что ты должна это сделать, и все. А поэтому вы зашли в 3-й раз уже в отношения партнерские и решили развить этот бизнес. И 3-й раз у вас удачно все идет. Тоже с малой сумкой. Осторожничая. Не жалею ни о чем.
Ага. Но третий раз Наконец-то уже получилось. с полным расчетом получается. Да. Мгм. У Антонины это было первый Первый шаг. раз, да, после первый найма. шаг, первый раз. Было очень, на самом деле, интересно. И До сих пор интересно. До сих пор интересно, да. Вообще из факапов еще у нас, когда мы были в Wildberries, я целое лето ругалась с деком. Такой случай был, что мы зашли туда, и нашу фотографию, предметную съемку, Wildberries выставил в свою социальную сеть. Помог вам. Да, продвинуться, увидеть наш артикул, увидеть наш магазинчик, и просто очень сразу же раскупили то, что у нас там 10 штук, по-моему, было, да, остатки товаров. Мы просто отправляли так, по 10 штук, В листе даже ожидания поштучные, там да. лежало, да, штук Очень много 1000. лежало. И быстренько мы собрались, сделали и отправили коробку украшений. И все. В мае отправили. Через 5 дней она должна была быть уже в Wildberries, и его нету. И я целое лето, каждый день, по 2 раза в день потратила все свое лето, всю свою энергию, ругаясь с деком. А они же как разговаривают? Как автоматы же. И передают трубку одному, второму, третьему. И каждый раз ты заново Заготовленные объясняешь. скрипты, да? Да. Мы вас понимаем. Да, они меня всегда понимали, всегда слушали. И всегда поддерживали. Да. И в августе месяце кое-как добилась, и они нам обратно отправили эту коробку. Конечно же, это уже актуальность все равно потеряла, но мы ее все равно отправили в Wildberries и продавали уже по меньшей стоимости, получается. Это летняя коллекция была. И сколько должны были заработать? Мы отправили туда на 400 тысяч, да, просто, да, должны были получить 400 тысяч от этого. Но тогда это были огромные деньги для нас. Я сама в рекламном рынке 17 лет, и очень многие боятся давать рекламу, потому что если площадка раскрученная, то не дай бог, сейчас придут люди, а у меня нет товара и продукции. О каких цифрах тогда мы сейчас говорим? Мы говорим успех, открылись там, открылись здесь, позиции 4000. В начале сколько вы зарабатывали, да, в месяц, и вот самая большая выручка за месяц? Вначале мы зарабатывали там 80 тысяч в месяц, наверное, да. По нолям сидели в день, допустим, ничего не продавалось. Да, Сейчас только миллионы. начинали. Сейчас миллионы. Мгм. На рекламу сколько вы закладываете? Мы примерно считаем 10%. Вы говорили еще про факап с Ламодой, да, что вы хотели зайти туда. Мы хотели зайти, мы очень хотели зайти. В прошлом году, да. В конце прошлого года, в декабре, мы отправили заявку, сидели, ждали, когда же нам скажут «да». Мы уверены были. Да, презентацию сделали, все красиво упаковали, и нам пришел ответ: мы вам отказываем. Я такая: отказали. И потом такая, пишу и спрашиваю: а почему? Они ответили: потому что у вас слишком низкая ценовая политика. То есть у нас очень дешево, как оказалось. И вы решили сейчас уже, Да, мы сейчас если будем есть уже спрос, да? будем заходить уже по другой ценовой Ценовой политике. Да. Чуть подороже будем украшения делать, и тоже осенью планируем. Создавать уже другие украшения под Ламоду. Да. Я вот проходила обучение весной, и как раз байер с Ламодой пришла, рассказала, как Как им спикер, можно, да? Но вы постоянно учитесь, да, вот Антонина фотографии учится, Александра учитесь продвижению, да, упаковке бренда. Что еще интересного вы узнали, почерпнули, проходя обучение? Ну, я сейчас, да, действительно прохожу, и у нас, пришло понимание, что мы строим же бренд, большой бренд, который, да, имеет большое будущее, и мы к этому не готовы были. Сознание не Да. готово. Сознание не готово, упаковка не готова, в целом упаковка бренда не готова. И хотелось это систематизировать и начать все классно делать. Да, поэтому вообще очень много общения, очень много знакомств. И мне кажется, из этой энергии, именно знакомства с людьми и рассказываешь про бренд, это тоже очень сильно помогает. Ты у кого-то все равно берешь какой-то пример, кто-то советует, с кем-то разговариваешь. Это тоже очень сильно влияет. Ну, потом переезд, мне кажется, тоже большую роль сыграл, потому что мы же туда переехали, там никого нету, подруг нету, а общаться-то надо, найти Да. какое-то свое сообщество. Лучше, если это будут единомышленники, кто
идет такой же дорогой. Я помню, когда мы встречались в начале пути, тогда еще был бренд Soul, да, когда вы были в найме, потому как мы пришли вот как раз-таки на съемки в ваш корнер, ваш маленький магазинчик, красивый, белоснежный. И я спрашиваю, а где тут директор, ну кто тут есть? И девочка стоит, как будто не хочет выдавать, как ФСБшник стоит, и говорит, их нет. А где они? Говорю, давайте мне номер телефона, потому что там мы не взяли разрешение в торгового центре, и начались вот эти проблемы. И из-за этих проблем я познакомилась с Александрой, да, и оказалось, вы работаете в найме. И потом дальше уже мы встречались, да, и когда я спрашивала, уходите с найма, да, почему-то как-то я поверила в ваш продукт, и у вас были совершенно другие взгляды, да, вот этот, как, что она говорит. Вот было такое ощущение, что она говорит, как мы можем уйти из найма. Вот этот важный шаг, как вы принимали. Ну, у нас тогда выручка была 300 тысяч, да, в месяц, куда нам уходить с найма. А вообще это понимание пришло, да, что нужно уходить, мы уже стабильно начали зарабатывать. И понимали, что если мы будем в найме работать и параллельно вести бизнес, и все равно вся энергия полностью не будет на бизнесе сидеть. Понимали, что если мы идем с найма, то полностью будем работать. А работу делать хочется хорошо. Да, да. А мы до 6 работаешь, в отчетные времена вообще там допоздна работаешь, когда все это делаешь. И поэтому все как-то интуитивно все шло. А хотелось все хорошо, красиво, чтобы это приносило очень хороший доход. Я раньше ушла, потому что мой сын поступал после 9-го, и выбирали мы колледж. Он хотел именно в другом городе поступить. Нашли оптимальный вариант Калининград. И все запланировали за год. Получается, я всех готовила, вместо себя я девочку готовила, и родителей готовила, родственников готовила, короче. И в августе переехали с детьми. Потом Саша. Да, я потом в ноябре переехала. Ну, Александра руководящая должность была. Да, я была заместителем руководителя. Но я переехала переехала туда, потому что Тоня там. А не потому что подала. Но мне Калининград понравился. Мы сначала вместе съездили, посмотрели весной. Мне понравился. Потом я осенью к Тоне ездила. Тоже понравился. Третий раз решила переехать. Я прямо думала, что я вот уйду с наема, обязательно перееду. У меня, какая-то такая мечта была переехать. Потом там зима была такая лютая. Я после зимы вообще... Я всегда думала, что я вообще никуда не уеду. Я корни пущу в республике и никуда дом построю и буду сидеть здесь. И почему-то во время пандемии, кажется, тоже пришло такое сознание, что хочется переехать. Эти пожары, зима, вообще какой-то вот год такой кризисный был. В Казани, да, и история такая интересная. Собирались на концерт, открыли магазин. Получается, у нас подруга предложила, давайте, я в марте приезжала в Якутск, мы сидим, обедаем, она говорит, давайте в Казань, там будет стендап Сергея Орлова. Я такая, давай. Она сразу же купила билет, потом мне отправляет ссылку, покупай билет. Я говорю, хотя бы я знала бы его, я его вообще не знаю, ни разу не видела. Говорит, в смысле не знаешь? Потом я сыну показываю. Он говорит, в смысле не знаешь? И начал показывать, какой он клевый, да, рассказывать. Окей, покупай, и все, решили. И я поэтому прилетела с Калининграда в Москву. И мы такие думаем, а зачем нам просто так в Казань лететь? Давай откроем там точку. И мы, было понимание, что нам нужно открывать не отдельный свой магазин, а зайти в концепт-стор, где местные бренды. Потому что в Калининграде у нас такая история есть. Да, мы там шоурумы Элементи, тоже очень хорошо там продается. И начнем с Казани вот так. И потому что все равно там физически не присутствуешь, а если полноценный магазин, все равно для начала надо, это мое мнение, что надо
строить команду, систему, чтобы она работала без тебя. Сидели, выбирали вот эти вот концепт-сторы, где самые Писали. хорошие. Писали, Мгм. писали. Нам ответили несколько отказали. Но поехали, посмотрели и сразу. А у нас чемодан с собой. Они говорят, типа, вы когда готовы выставиться? Сегодня. С чемоданом. Ну вы вообще крутые, говорят. И вообще, вот этот Казань, почему мы так решили? Потому что мы уже знаем, как в другом городе открываться. Если бы мы сидели только в Якутске, мы бы в Казань так бы не полетели. Мы уже знаем, как работать с другими городами, уже как-то вот страха не было же, да, что у нас не получится, что нас там не примут. Как-то с уверенностью полетели. Если бы даже бы отказали бы, мы все равно что-то нашли бы. Какое-нибудь решение. Да. Мгм. Есть вы, есть ваша семья, есть ваши дети. Какая процентовка, как вы успеваете быть мамами, дочерьми, да? И вы же говорите, что Антонина рассказала прекрасную историю, что папа был против, да, против того, чтобы она уходила из такой хорошей работы, да, заниматься непонятно какими украшениями в его глазах. И потом, спустя несколько лет, оказывается, он ходит и смотрит. Да. Он ходит к нам, приходит, оказывается, я об этом не знаю, потом девочка мне рассказывает, что как тайный покупатель заходит, спрашивает, что-то кому-то еще рядом, если покупательница стоит, он ей предлагает, Рекомендует, продает, короче. Да, поэтому он мне об этом сам не говорит. Девочки вот говорят, что папа твой приходил. Ну, они еще не знают, что какой-то дедушка приходил. ходит тут, интересуется украшениями и продает вместе с нами. Да. Теперь он понимает и верит. Да, теперь он понимает и верит, уже видит наш рост и, конечно, очень радуется. Но он же все равно из советского времени, и надо обязательно закончить школу, поступить в университет, в хорошую работу и работать до пенсии там. А тут я поменяла всю его картину мира, немножко вот землетрясение у него под ногами, но сейчас все хорошо. Ну, у нас сейчас, мне кажется, идет такое, что вот именно в этом периоде, май-июнь, что мы готовим производство, что у нас очень много работы, ничего не успеваем. А так, очень много времени уделяем семье. Мне кажется, мы ушли с наемной работы, чтобы больше уделять, да, и семье, в том числе, да, родителям. Да. Я, наоборот, когда работала в найме, очень мало общалась с детьми. А сейчас, когда переехала в Калининград, я очень сблизилась с сыном. Я, оказывается, его все вот эти годы практически не знала. Просто систематично готовила ужин, завтрак, обед, да, и просто вот эти бытовые разговоры. А там мы уже начали общаться совсем по-другому. И это я вообще всем рассказываю, что переезд в Калининград, слава богу, что я решилась. И это был, видимо, какой-то с сыном именно, контакт с сыном очень хороший. И поэтому сейчас же он уже уйдет в взрослую жизнь, и я успела его поймать. Узнать, да. И познакомить с собой. Да, и я сама себе очень благодарна за это. Ну, также вот вчера услышала то, что, оказывается, вы еще наняли и сына, и мужа Александра к себе на работу, чтобы отремонтировать новое помещение. Мы их перед фактом поставили просто. Обязательно в принудительном порядке. Что нужно сделать ремонт? Ну, на самом деле, постоянно помогают. Они в Калининграде Корнер тоже сами вдвоем сделали. Вы выплачиваете зарплату? Да. Да. В Калининграде, когда... Не такую большую, как если бы наняли бы работников. В Калининграде, когда нам одобрили этот наш корнер и просто дали время. А мы там сделали, по-моему, за неделю, да? И они были в шоке, потому что там очень супермедленные люди. И кажется, что да, вот мы дадим им добро, потом они сделают это, они одобрили, и мы сразу на согласование отправили проект. Они хорошо посмотрели, и потом говорим, через 5 дней практически пишем заявку, чтобы мы сделали, поставили корнер. Они вообще в шоке. Чего вы такие быстрые? Да. Потому что мы, искали очень... Мы думали, мы закажем корнер, потому что, это же целое это оборудование. Искали у всех там 2 месяца, 3 месяца, 5, полгода ждать вот этот корнер, потому что там, не знаю, все медленные в Калининграде, мне кажется. Там расслабленный образ жизни. Размеренно медленно. Да. Медленнее ритм, чем в Якутске? Очень.
я скажу. Видимо, это от природных этих тоже очень сильно влияет, потому что там рядом море, и никто никуда не спешит. Там погода же тоже такая Да, же. и Постоянно. как переехала, я просто стояла вот так в очереди. Они очень медленные, и никто не ругается, и ты же тут стоишь, и все супер быстро обслуживают. А там то поговорят, то это. Стоишь и ждешь, короче. А теперь как? А теперь я сама в этот ритм вошла, и сама стою и вот так вот жду, короче. Медитация в очереди. Да. А тут, видимо, из-за резкого континентального климата люди тоже... Да. Что важно в масштабировании своего дела, на что делать упор, что делать и не делать. Да, вот весь ваш путь анализируя. Самое, мне кажется, сейчас у нас главное это делегирование и команда. Ну и, соответственно, планы, действия это, ну, как же без этого, да? А самое главное это делегирование. Потому что, да, очень много времени тратится, тем более, если часовой пояс, разница же, с разницей идет. Если ты находишься в Москве, а тут в Якутске 6 часов разница, это мешает на самом деле. Но делегирование мы пришли тоже недавно же, да? Поэтому и безболезненно, я скажу, потому что если бы мы резко бы это все сделали бы, может быть, сами тоже не готовы были бы, а тут потихоньку делегируем, и это самое главное. А вот быстрота принятия решений, она играет важную роль? Она очень важную роль играет. Мы как раз вот недавно решили, что мы будем... На этой неделе решили. На этой неделе решили, что мы не будем ничего согласовывать. Ну, те вопросы, которые решаешь... Это правильный ответ. Да, Допустим, если я так решила, это правильный если ответ. Мне если покажется, скажешь, что это неправильно, то я все равно принимаю, потому что это быстрота работы же от этого тоже и экономия энергии. Потому что системное мышление, да, люди, которые работали в системе, надо они все как раз-таки согласовать. Да. Лист, Бюрократия. каждый документ Да. должен пройти лист согласования. Поэтому я спросила вас, как идет. Видимо, да, это от этого же осталось. Да, по-любому. Согласовывание. Потом утвердить. Да. Быстрота принятия решений. Что еще? Ну и сразу действие. Мгм. Мне кажется, Мы принять решение и сразу, значит, мы угораем. Мы же люди действия. Мы же люди действия. Бывает, конечно, останавливаешься, забываешь, но стараемся вот сразу же действовать. Придумали и сделали. И не бояться. И не бояться. За страхом рост. Поэтому, да, не бояться, это точно, 100%. Все равно же каждый рост идет через травму внутреннюю свою. Как вот чисто для меня, вот я, который человек не общается с людьми, все равно же я через травму это себе сделала, и уже рост идет. Как вообще в целом и в бизнесе, и в личном характере. Поэтому это да. А тем, кто хочет открыть свое дело, да, возможно, кто-то в раздумье ходит. Наверняка сейчас смотрит нас очень много людей, которые медлят с решением, либо перфекционисты, хотят, чтобы все было идеально. Да? Даже вот этот YouTube-канал я пыталась открыть с 2017 года. Да? Я хотела, чтобы все было идеально. Идеальные операторы. Появился какой-то волшебный человек, который руководил бы всем этим процессом. Появилась какая-то девушка, которая там гладила бы мне одежду. Вот я хотела какого-то вот этого процесса, да, и это все тянулось. Мы даже 2 эфира записали, да, и это так и осталось, потому что оно не было идеально. Можно начать с малого и Не бояться. не бояться, да, и это что-то большое может влиться, да, и в любом моменте жизни можно все поменять. Начать сначала. Сделать как тебе хочется, сделать красиво, там, не знаю, и все идеально. Но вначале можно начать с малого. И заниматься любимым делом. Да. Спасибо большое, девочки, что пришли, поделились своим опытом, потому что опыт каждого – это урок для других, это возможность не совершать ошибки. Да? И хочется, чтобы действительно Soul Lab прозвучал на всю Россию и в других городах, чтобы ваши цели открыться в Москве и Санкт-Петербурге реализовывались, да, ну и уже выйти на международный уровень, брать Казахстан и так далее. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, что позвали. Очень приятный разговор.